Был недавно в Осетии в очередной раз и снова поразился отношению к Сталину в этой земле. Сталин там свой, Сталин там дома. Там множество его бюстов и памятников, многие ставят его бюсты на собственных участках. В Осетии уверены, Сталин был осетин по отцу и грузин по матери. Об осетинском его происхождении писала и внучка Сталина, и Троцкий, и много кто еще, вплоть до Мандельштама. Впрочем, если у Мандельштама широкая грудь осетина поэтический образ, то сталинская внучка явно знала, о чем говорит. Сталин владел осетинским языком, при всем том, что в Осетии не жил. Значит, на осетинском говорил его отец и кто-то из ближайшего окружения. Отец называл маленького Иосифа Сосо. Говорят, что имя, полученное при рождении, было Сослан. Сослан Стальной – это герой осетинского эпоса. Фамилия отца, говорят, в Осетии, и тому посвящен ряд серьезных работ, была Джугаев. Но переселившийся в Грузию, он стал Джугашвили, фамилию огрузинили. Это обычная история в те времена. Осетины переселялись в Грузию и понемногу растворялись в местном грузинском населении. Другой, удививший меня факт, фамилия Джугаевых и фамилия Газдановых находятся в близком родстве. То есть в одном из колен Иосиф Сталин и любимейший мой писатель Гайто Газданов, осетин и по отцу, и по матери, гений русской словесности, белогвардеец, парижский таксист. Родня по крови Сталин и Газданов. А следом и еще одна неожиданная, грустная и военная, и музыкальная, и литературная история. Во времена Отечественной войны из одного осетинского села на фронт ушли 7 братьев Газдановых. Опять же, родня по крови писателей, тоже солдаты, но гражданской войны, Гайто Газданова, а значит и Сталин. И все 7 братьев один за другим погибли. Сердце матери не выдержало после 3-й похоронки, отец скончался от горя после 7-й похоронки. После войны 7 братьям Газдановым и матери их поставили памятник «Мать и 7 летящих лебедей». По осетинской версии проект памятника увидел Расул Гамзатов, поэт, и так появилась песня «Журавли». В этой точке сходятся фамилия Гамзатова и фамилия Газданова. Не уверен, что последняя правда, но то, что современные дорогие россияне куда лучше знают историю рядового Райна, за спасением которого наблюдал весь мир, чем Газдановых и Гамзатовых вместе взятых, это, увы, медицинский факт. Так что же это было за время, что это была за страна, что это был за вождь, если 7 красивых, замечательных ребят шли один за другим и умирали? Если это была, как нам рассказывают, огромная зона, обнесенная колючей проволокой, где все стучали на всех и все всего боялись, это одно. Но разве эти 7 братьев Газдановых похожи на рабов?